Бүген без тагын штабта безнең җыелдык. Җыелышның безнең ике сәбәп бар. Беренче сәбәп безнең без күптән инде аны уйлап тора идек. Күп студентлар, күп институтларда аерым землячестволар оештырганнар. Менә бүгенге көннән без уйлыйбыз, ул землячестволар безнең институтларда бергә булырга тиеш. Про штаб я узнала в прошлом году. Меня пригласила председательница нашего землячества Эльвира. Была как раз встреча студентов. Штаб – это прекрасное место, где можно обрести новые знакомства, новых друзей, также познакомиться с нужными людьми, если есть какие-то идеи, предложения, которые нужно продвинуть, но одному тебе это не получается сделать. Рустам Абый молодец, он не только вот клубта объединяет, скажем так, разные стороны, и и творческие, и светское население, и атеистлар да, и мында кешеләр динне халыкта, и вот шундый атмосферада, когда общать телесен, и до такой степени, да, так бы растешь. И когда понимаешь, за твоей спиной есть друзья, знакомые и той национальности, и другого региона, это позволяет человеку чувствовать себя смелым. А смелый человек, он преодолеет любые препятствия и сложности, он не сломается духом. Самое главное, вот эта смелость, дух нужно придать. А когда человек имеет определенную поддержку моральную, он знает, что я приду здесь, могу поговорить, посоветоваться. А как мы понимаем, при множестве советников ставится дело. Без советников даже сегодня ни один руководитель не мог бы достичь того результата, который сегодня достигается только при множестве советников. Так как являюсь студентом именно медицинского вуза, очень рада такой уникальной возможности поговорить, пообщаться с медиками, с нашими соотечественниками, обсудить интересные моменты, которые не написаны в книжках, узнать этот волшебный и богатый опыт наших замечательных врачей. Бізде преемственность поколений. Бізге керек қарт кіші біздердің опытлардан опыт алырға. Гена еще біздің қарт кішілер не воспринимать яшьләребезне из-за того, что думают, ну, алар әлдә яшьләр дип. Нет, әле яшьләр до такой степени, где, скажем так, у них потенциал и знаний бывает намного больше, чем, скажем, да, бездә взрослых кешеләрдә. Исходя из взрослых надо обязательно слушаться, но к молодым надо прислушиваться, объединять бөтенесен и бергәләп яхшы гына эшләр эшләргә. Любое объединение, оно приводит к усилению возможностей. Вот к чему. Поэтому, конечно, надо объединять. Особенно врачи – это люди интеллектуальные, это люди острые, чувствительные, они сердечные, душевные. И, конечно, это только усилит позиции и раскрыть свои возможности, которые, может быть, в одиночестве она бы не раскрылась. Моя мама, как я уже говорила, является врачом-педиатром, и я считаю, что для нее очень важно оставаться в этом окружении с профессиональной точки зрения врачей в Москве, поэтому я стараюсь максимально ее погружать в татарскую общину, и то, что сейчас такая инициатива есть со стороны штаба для того, чтобы объединять врачей, делать отдельные мероприятия. Для них это очень важно, поэтому я с удовольствием ее буду во все это вовлекать, и спасибо большое штабу за это. И вторая, значит, главная задача сегодняшнего вечера. Мы давно вынашиваем эту идею. Мы хотим, чтобы в Москве были кабинеты врачей. Большие квалифицированные специалисты будут по дням принимать наших татарских, значит, пожилых людей и непожилых людей. Всегда к ним можно будет записаться. И такие татарские врачи на татарском языке, особенно будет, например, врач-психолог на татарском языке. Ведь наши пожилые татары, очень многие нуждаются во внимании, в заботе, обсудить здоровье, проблемы. И сегодня мы обсуждаем, как это будет лицензировано, какое будет оборудование. Очень многие врачи, именитые врачи, которые сейчас на пенсии или не на пенсии, с удовольствием откликнулись на наше предложение и готовы принимать татарских пациентов. И рядом с этими врачами, например, сидит там профессор такой-то, такой-то, или, например, вот Ренат, через 50 лет сидит Ренат, 90 лет, великий, значит, он же сейчас профессор, да? Сидит он, принимает бабушку какую-то, да? Где еще какая-то бабушка с Люблиной или где-то может пойти на прием к такого уровня врачу, как Ренат, например? Я образно, да, Ренат? А? Еще врачи родному человеку. Родному, татарскому, доверие. Рядом с Ренатом сидит два студента-практиканта медицинского института, да, например. Они слушают, сидят. Я студентка, но мне уже приятно, что ко мне подходят, спрашивают, интересуются, рассказывают о своих проблемах, и я могу им помочь. Я получаю большое удовлетворение от этого.
Штаб регулярно проводит встречи врачей, что очень полезно как для молодых специалистов, так и для студентов медицинских университетов, потому что это дает возможность обменяться опытом, возможно, найти работу, узнать, какое направление тебе выбрать, послушать мнение более старших товарищей, которые уже, можно так сказать, корифеи в медицине. Не знаю, это очень замечательная возможность, и я очень рада, что я здесь присутствую и имею возможность сюда приходить. Что мне нравится в штабе, это душевная атмосфера небезразличных людей к своей культуре, к своему языку. Это теплая атмосфера. И все эти инициативы, которые создаются каждый раз членами этого штаба, это очень важно, и это очень ценно для татарского народа, для как раз той общины, которая сейчас находится в Москве, проживает. И эти инициативы очень важны для того, чтобы объединять татарский народ. Вот наша вина, то, что мы как бы думаем вот кругу, маленьком кругу общения, хотим вот отгородиться, в этом дуньядан отгородиться невозможно, без керек көбірек выходить за рамки своего общения, идти как бы вдруг, да, көбірек распространять визуальные көбірек знакомиться, түрлі группалар белән, не замыкаться в своей группе какой-то, да, вот, алхамдулилля, интернет бар. Интернетта, пример штабныкы, вот, штаб это самый такой, как интернет, мында кишләр дела разные группы. Каждая группа, есть какие-то свои такие, скажем, источник концентрации знаний. Вот когда мы восполняем разными знаниями изобретенными фикрлерны, безге намного легче из-за этого труда. Я сюда прихожу всегда с огромным удовольствием, потому что здесь встречают гостей как самых родных, близких. И здесь можно встретить замечательных людей, знакомиться, общаться. Поэтому я призываю, чтобы, так как мы соседи, и сегодня мы одна тюркская группа, мы друг друга быстрее понимаем, и чтобы в Москве также мы могли дружить, поддерживать и совместные проекты реализовывать, молодежь, чтобы могли объединяться, выстраивать свои отношения, офицеры и политики, общественные деятели. А здесь в Москве объединяться именно как земляки, как люди одной группы национальной, это тюркская группа, для укрепления создать такое сильное и мощное государство, и, конечно, чтобы и нам здесь было комфортно, уютно. И тогда все будет хорошо. Поэтому я всех поздравляю вот началом весны. А я на 8 марта своей жене написал такое стихотворение, короткое. Такие славные дела, весна неутомимая. Моя Наталья расцвела, жена моя любимая. Не сердится и не ворчит, а только улыбается. Ручей течет, скворец скворчит. Все лучшее сбывается. С праздником, дорогие женщины! 8 март күні. Мен жаратам сізні матур қызлар, мен жаратам сізді қатынлар. Құтлы болсын 8 март күні. Қатын қызлар бәйрәме. Әби апа, әни сіңілләр. Қыпчакларым, болгарларым, сейкімлі матурларым. Сізге қарап, үзім тоймай, әллә сейдірдігізме, әллә нәпсім бұзылған. Allah берсін сізге исән саулық, күч-күвәтләп, алып барыр үшін тұрмыш жолларым. Ак бәкетләр, шатлык белән, кулга куллар тотынышып, үтсен сезнең белән безнең гомерләр. Күкләр аяз, дөнья тыныч, имен булсын. Хатын кызлар булсын канәгать. Аллаһ Тәгалә тагын бирсен сезгә байлык, шатлык, узын гомер, парлы тулы булсын мөхәббәт. Төрлегезнең төрле тормыш юлы берләштерде безне туган тел. Мин яратам сезне, хатын кызлар, мин яратам сезне өзелеп. Гөрләп матур тормыш белән яшәгез сез, хатын кызлар, сүнмәс йолдызлар булып.